Добрый вечер, уважаемые болельщики. В прямом эфире для вас Башкирская хоккейная лига проводит свои трансляции. И третья игра у нас по ходу старта сезона. И на льду сейчас встречается команда УФСИН. Это служба исполнения наказания. Для тех, кто, возможно, не знает, они у нас играют в белых майках, синих шортах. А что касается их соперников, команда Баш РТС, насколько правильно я понимаю эту аббревиатуру, это у нас региональные распределительные тепловые сети. Вот, играют по правую руку от нас они и, соответственно, в майках темных.
Ранее состоялось торжественное открытие нового сезона. И в целом прошло уже 2 матча. Это 3-я игра, стоит отметить. В первой своей встрече встречались уралец и команда БГК, башкирская генерирующая компания. И эта встреча завершилась. В основное время в игре не определился победитель, поэтому по регламенту лиги состоялись штрафные броски. Вот только лишь по штрафным команда БГК одержала победу над уральцем. К слову, стоит отметить, уралец — это чемпионы, можно так сказать, прошлого сезона, о котором мы поговорим по ходу этой встречи. Есть что рассказать. Хотелось бы поговорить про прошлый сезон, также донести до вас информацию о том, какие планы у лиги на новый сезон, что уже сделано, а что еще предстоит сделать. Ну, впрочем, обо всем по порядку. Команда РТС. Заявка на матч. Полевые игроки: номер 88 Эдуард Вахитов, Данил Матвеев 21, Давлетов Артур 68. Атака РТСовцев. Здесь у нас первое нарушение правил. 83-й номер в составе РТС Александр Харитонов. Михаил Фролов играет под номером 21. Вторая пятерка представлена следующим составом: Альберт Гаянов 69-й, Искандер Яникеев 5-й, Виталий Филатенков номер 78, Никита Оролов 8. Под номером 77 играет Альберт Минигулов. Третья пятерка: номер 11 Кайрат Алимжанов, Дамир Мустафин под номером 51. Алимжанов играет под 11 номером. Илья Макурин номер 99, 41-й Айдар Халилов. Опасно здесь в атаке УФСИН. И это первая заброшенная шайба в этой встрече. Да, можете слышать, наверное, сами комментарии зрителей, которых присутствуют здесь должным образом у нас. Практически все трибуны Малой Уфы-арены заняты. Ну, а мы продолжаем по составу РТС. Айдар Халилов номер 41, Денис Ахунов играет под номером 17, Илья Макурин 99, Дамира Мустафина представили, номер 51. Пара голкиперов: 23 Илья Варич, Вадим Вильданов играет под номером 1, а вот Варич под номером 23. Именно он сейчас обороняет ворота команды РТС. Согласно регламенту лиги, 3 периода по 17 минут грязного игрового времени мы с вами проведем. Грязного слово, конечно, такое не очень эфирное, но тем не менее, для того, чтобы было доступно и понятно, сказал я так. УФСИН снова в атаке на всех парах по правому флангу. Здесь закатывается игрок, сближается с голкипером, но нет. В этот раз Варича так просто взять не получилось. Добивание. Второй темп у этой атаки. Да. На табло у нас, кстати, почему-то 0-0. Давайте спросим у зрителей. А шайбу-то засчитали первую? Ага, первую шайбу засчитали. Вот, видим, поправили на табло. Да, единственное, только немножко перепутали местами Баш РТС и УФСИН. А так, в целом, счет вроде как правильный. Но ничего страшного, исправится. Так, неприятное столкновение у нас за воротами команды УФСИН. Но вроде как все в порядке. Поднялись, поехали дальше, коллеги. Состав участников команды УФСИН выглядит следующим образом: Руслан Тухватуллин номер 16, защитник; Илья Рассказов 35, Игорь Репш играет под номером 7, Андрей Кочетков 10, Столовин Евгений 13, Курбанов Григорий 41, Андрей Князев играет под номером 19, Малиевский Александр номер 55. Атака УФСИНа немножко привелся. И нет, пока рано, воскликнули зрители и болельщики на арене Малой. Нет взятия ворот, поэтому играем дальше. Ну а мы продолжим дальше представлять состав участников. Андрей Горбунов номер 24, Павел Пупшев номер 33. Это у нас команда УФСИН. Азат Тагиров 91, Антон
Мифтахуддинов, номер 43. Сергей Ведерников, 86-й. Антон Аслаев, номер 93, 22-й. Новохадский Артем, 25-й. Ирек Фатахов. Рузель Ахмедзянов, номер 57-й. Евгений Арестов, 9-й. Мавлеткулов Нур, номер 88-й. Евгений Теплов, без номера. Вадим Самусенко, номер 99-й. Емилов Раиль, номер 27-й. Денис Куратов, 80-й. Ганишев Игорь, номер 78. Азамат Валеев играет под номером 23. И Вильдан Валишин под номером 30. Это вратарь команды РТС. Но сейчас мы видим, да, что ворота обороняет другой голкипер. Ну, возможно, да. Дело в том, что в заявке Илья Рассказов заявлен под номером 35. Вот, Вильдан Валишин под номером 30. Но отчетливо я отсюда вижу, что у команды УФСИН, да, в данный момент у нас получается Илья Рассказов обороняет ворот команды УФСИН. Загляделся на РТС и немножко с составами тоже. Представили команды, представимся сами. У микрофона Андрей Зотов. Для вас прокомментирую этот матч. Также богата у нас съемочная бригада. Трансляцию для вас проводит канал РБ Хоккей. Ну и транслируем на YouTube-канале БХЛ. Давайте немножечко перейдем к лиге. Больше поговорим о ней. В этом году отдельный YouTube-канал, который будет транслировать матчи по ходу всего сезона. И подножка. Да, разглядел линейный арбитр под углом, что было нарушение правил. Хотелось бы сказать, что во втором сезоне обновился состав команд. Уже за звание лучших хоккейный будут сражаться хоккейный клуб «Уралец», да, команда УФСИН, которая сейчас играет на льду. Также принимает участие команда «Транснефть Урал», БГК. Играли ранее опасно возле ворот Варича, но как-то вроде как нивелируется. Это атака, снова повторный бросок, и УФСИН забрасывает вторую шайбу. Так, насколько я разглядел, Игорь Репс, да, по-моему, здесь был, так скажем, главным героем этого момента. Так вот, добавились новые команды. УФСИН, Транснефть Урал, БГК, играет также БЭСК и Баш РТС во втором сезоне Башкирской хоккейной лиги. Очень приятно наблюдать, что лига развивается. Если в прошлом году мы наблюдали 4 команды, то, по сути, в этом году уже 6. И так по возрастанию идет развитие. Наверное, в третьем сезоне, надеюсь, что их будет уже как минимум 12. Экватор первого отрезка матча, 8 минут. Про регламент я уже вам говорил, уважаемые болельщики. Снова УФСИН. Так и хотят они пойти за третий. От синей линии бросить не дали. Защитник лег буквально под шайбу. Но недолго думая, Князев обходит его справа, сближается с голкипером Ильей Варичем. Но до броска дело в том моменте так и не дошло. УФСИН откатывается назад. Новокадский здесь развивал, положил, так скажем, основание в эту атаку, но перехватывает РТС. Харитонов сейчас в средней зоне, в центральном круге вбрасывания, что символично вокруг этого круга прокатился. Дальний бросок, блином отражает голкипер Рассказов. И очередное удаление. Да, все верно. Хотелось бы напомнить, что первый сезон Башкирской хоккейной лиги проходил с начала февраля. 5 февраля начался и завершился он 9 апреля на Большой и Малой Уфа-арене. В нем принимали участие всего 4 хоккейных клуба «Уралец».
УФНС, Газпром и МЧС на тот момент играла. Так вот, дорогие друзья, в 21 матче первого сезона было заброшено 112 шайб и в регулярном чемпионате, и 70 в плей-офф. А первым чемпионом лиги же стала команда ХК «Уралец». Это слово команды депутатов Госсобрания Курултай Республики Башкортостан. Так, зона, нарушение. Выкатилась немного шайба у нас. Отличная церемония открытия нового сезона была у нас не так давно на Большой Уфа-арене. Если вдруг по каким-то причинам, уважаемые зрители, вы не смогли посмотреть ее воочию, то можете понаблюдать за ней на YouTube-канале БХЛ, так как тоже была прямая трансляция, и, насколько я помню, она, по-моему, так скажем, привязана к первому матчу Уралец против БГК. Но, тем не менее, к желающим посмотреть, чтобы ничего не пропустить и, так скажем, по хронологии развития событий наблюдать за матчами лиги, можете обратить внимание, есть видео, где в том числе и церемония открытия присутствует. УФСИН по-прежнему продолжает штурмовать ворота Ильи Варича. Два раза уже у них сделать это получилось. Пятый полевой игрок в виде Харитонова появляется у БашРТС. Тут же поехал он, покатился на сменку. Такие вот жестко привязанные пятерки у команды РТС. В теории во время атаки можно было и подключиться, наверное, к ней, но поехал на скамейку запасных. Ответочка от УФСИНа 2 в 2. Нет, скорость теряется. И здесь Ганишев заходил с правого фланга. РТС можно бросать, но мимо проскакивает шайба. И зацепили еще голкипера Рассказова. Слегка он выбился, так скажем, из своего баланса равновесия, но поправился, все в порядке, едем дальше. РТС чисто входит в зону, здесь белые пытаются перехватить, сразу это сделать не получается. Илья Макурин был близок к Рассказову. Здесь что у нас? УФСИН по-прежнему штурмует оборону РТСа. Да, интересное положение сейчас у Ильи Варича. Это голкипер команды темных. Тут он уже буквально на льду находился. Полностью он предполагал, что будет бросок под низ. А вот сейчас в этом моменте можно бросать, но... Не, бросок-то был, конечно, но Тагиров, к сожалению, для болельщиков УФСИН здесь был не точен. Еще момент. Второй темп есть очередное. Взятие ворот. Пересекла все-таки черная таблетка синюю линию. Створу ворот Ильи Варича. И 3-1. УФСИН уже в первом периоде громко заявляет о себе, создавая комфортное преимущество. А играть еще в первом периоде у нас остается 2,5 минуты. Да, есть интересная в башкирской хоккейной лиге, на мой взгляд, классная страничка ВКонтакте, дорогие друзья, очень много информации там. По возможности заходите, подписывайтесь, фотографии с матчей присутствуют. И кто только в новом сезоне начинает наблюдать за лигой, также можете из прошлого сезона подчеркнуть для себя какую-то информацию о том, как проходили встречи.
фотографии с церемонии закрытия. Ну и, наверное, в ближайшее время мы увидим именно, так скажем, с первого тура, да, сегодняшнего игрового дня башкирской хоккейной лиги. И видеоматериал, и фотографий будет очень много, я уверен, не сомневаюсь в этом. Поэтому, кто еще не подписан, дорогие друзья, переходим срочно на страничку ВК БХЛ и подписываемся. Буквально минутка остается до первой сирены. Так, у Уфсина капитан берет инициативу в свои руки. Это у нас Антон Мифтахуддинов. Уфсин откатывается в свои объятия. Снова Кэп в деле. Рикошетом от бортика получает пас его коллега. Здесь тут же Тагиров уже в зоне соперника. Бросок с правого фланга. На месте Варич, но как-то вот с каждым разом все тяжелее и тяжелее становится ему отражать эти довольно-таки частые атаки команды белых. Варич зафиксировал шайбу. И первая сирена у нас, дорогие друзья. Буквально минутку отдохнем. Вернемся к вам уже во втором периоде совсем скоро. Второй период стартовал, и также чуть с опозданием у нас таймер двинулся. Хотел только я сказать, что не стартанул только таймер, но все в порядке. Продолжаем наблюдать за развитием событий. После первого отрезка счет на табло сохранился как 3-0. И здесь, анализируя ситуацию в целом, конечно, безусловно, Уфсин показывает себя, проявляет себя фаворитом этой встречи уже после первого периода, но не торопился бы я рано с выводами, потому что Баш-РТС также периодически тревожит ворота голкипера, но команда Федеральной службы исполнения и наказания делает это все-таки почаще, чем его соперник. Да, счет у нас почему-то стал 5-0. Ну ладно. Хотелось бы сказать, что титульным партнером лиги выступает группа компаний «Аострум». Официальные партнеры — строительная компания «Алсема Групп» и ООО «Дон Аэропроектстрой». Информационные партнеры БХЛ, телеканал РБК Уфа и медиагруппа «Виртуоз». Уфсин по-прежнему в зоне РТС пытается что-то предпринять. Сейчас на ваших экранах Репшева от синей еще одна. Ну что ж такое? Сейчас
точно 5, как будто ранее на табло поставили цифру 5 у Уфсину и как знали. Можно было и не менять. Получается так. 5-0. Здесь, конечно, белые очень плотно заявляют о себе с начала этого матча. Ну, конечно, для РТС ситуация все осложняется, потому что время остается все меньше и меньше, часики тикают, как говорится. А вот счет у Уфсина все больше и больше. Так, Гаянов в борьбе для правого закругления. Из этой борьбы все-таки белые контролировали шайбу недолго, но отбрасывается РТС. Шайба в владении темных. Вертикальный пас не проходит, рикошетом от конька перехватывает ее Уфсин. Но нет, по-прежнему продолжается атака. Ваш РТС рикошетом от бортика. Не точно. Ошибается в нападении. А здесь убежит ли? Игрок команды Уфсин. Нет, не получилось. 22 номер. Артем Новохадский. Ой, как далеко вышел Рассказов. И едва ли не поплатился за это. Пропущенная шайба вышла очень близко. Находился один из игроков команды РТС. И того гляди, там просто нужно было перенаправить эту шайбу. Бросок неудобный. Для себя руки сейчас производил игрок Уфсина. Двигаемся дальше. В атаке темные. Сыграли всего буквально мы 3 минуты во втором периоде, а уже Уфсин забросили 2 шайбы и создает себе более чем комфортное преимущество. 5-0 на данный момент счет. И на этом результате не собираются они останавливаться, потому что уже 6-я шайба побывала в воротах Вадима Вильданова. Даже смена голкипера пока не помогает РТС держаться на плаву в этой встрече. Счет становится уж больно неприличным, что ли. Так позвольте сказать. 6-0. Конечно, я думаю, что зрители, которые болеют за распределительные тепловые сети, немного иного результата ожидали от своей команды. Я здесь ни в коем случае не иронизирую, а просто фактически говорю как есть. Фролов шайбу в зоне в атаке потерял. И тут снова момент. Вадим Вильданов тоже выкатился. Да. Илью Варича заменили после первого периода. Приличное количество шайб он пропустил. Но вот посмотрим сейчас, как его коллега все-таки будет справляться. По ходу этой встречи бросок рикошетом от штанги. Шайба смещается на левый фланг. Горбунов, скидка направо. Кто поможет здесь? Да, слишком растянулась как-то защита у РТСовцев. Сразу, можно сказать, в конверте они находятся. Вот 4 человека на центре, а по итогу у нас получается так, что неприкрытый 24 номер Андрей Горбунов. Вильданов ловко выставляет щиток и меняет траекторию полета шайбы.
пока перекочевывает она на левый фланг. Здесь РТСовцы испытывают трудности уже на выходе из своей зоны. А еще играть и играть. Бросок по низу. Да, рассказывал блестяще. Отражает. Нивелирует эту атаку. Хотелось бы отметить также, что у команды УФСИН заявлен еще один голкипер. Это Вильдан Валишин. Я вижу, на скамейке запасных он находится. При том, что в маске, в полной боевой амуниции. И предполагаю, что, возможно, мы увидим его также сегодня в игре. В теории, наверное. Как-то пополам распределят они игровое время со своим коллегой. Сезон-то начался, а поиграть-то хочется всем. Так, читаю я сообщение. Товарищ режиссер. Да, открыл я здесь чатик нашей трансляции. И вот вижу, что пишут, что пропала картинка. Да не может быть такого, я думаю. Все в порядке вроде как у нас. Еще раз открываю. Смотрим. Так, пока двигаемся дальше. РТС в атаке. Отличный бросок в исполнении Вадима Самусенко. Прошу прощения, поправка. Это у нас Илья Макулин. Набрасывал на ворота. Яникеев. Дальний бросок получается блокированный. Приходится он на нападающего команды УФСИН. Так, нарушений правил нету. Играем дальше. РТС пользуется возможностью, пока один из игроков УФСИН подтягивается. Это Горбунов у нас, да? Так, не торопясь, едет в свою зону. Слава Горбунов! 1 на 1 выход. Даже не нужно было ему касаться этой шайбы. Я отчетливо увидел здесь, что он хотел ее перевести направо, но каким-то образом, наверное, просто это такой дриблинг, да, был. Он фактически обманными движениями вратарю показывал Вильданову, что сейчас будет переводить, а сам просто оставил шайбу, и она закатилась в ворота Вильданова. 30 секунд до выхода пятого полевого игрока у УФСИНа, и в меньшинстве эти бравые ребята забрасывают седьмую. 4 минуты еще нам играть в периоде втором. АТС редкие, но меткие, так скажем, их атаки. Вот обратите внимание, сейчас бросок был практически там с нулевого угла, можно так сказать, силовым приемом. Очень плотно встречают Альберта Минигулова. Поднимается последний. Здесь уже начали забрасывать сами себе команды РТС. Атахунова, я так понимаю, рикошетом сейчас залетает шайба в ворота Вадима Вильданова. 8-0, дорогие друзья. Да, но все-таки по-прежнему ждем мы от Баш РТС камбэка. Пропустили много, но что-то нужно делать выводы, как-то что-то здесь
решать в этой ситуации, выходить из нее достойно, а выход единственный – начать забрасывать. Растет напряжение, удаление у нас, да. Мы видим, что поднята рука арбитра, и снова в меньшинстве остается УФСИН. Слово отметить, предыдущее большинство реализовать команде Баш-РТС не удалось. Более того, в меньшинстве забросили седьмую шайбу игроки из состава номинальных хозяев. Четвером остается белый против пятерки РТС. Здесь тоже нужно поглядывать за контратакой. Матвеев, дальний бросок, и нет. Проходит мимо штанги. Шайба. Перевод какой по диагонали на Харитонова. Тот разряжал свою пушку, но слегка промахнулся. Пакитов на синий. Наброс не точно. Выходит шайба из зоны белых. Продолжаем двигаться дальше. Минута 40 до окончания второго периода. Столовин, ну просто просит, он требует, чтобы ему отдали передачу, но здесь не на него, не точно, и сразу два защитника УФСИН ложатся под эту шайбу и не дают никак, просто от слова совсем, чтобы она добралась до голкипера. Вильдан Валишин, вратарь команды УФСИН. Ой, какой дриблинг здесь пошел от Тагирова, но если бы сейчас он забил, можно было сразу ему выносить премию в номинации «Лучший игрок» этого матча. Да, чувствуют себя комфортно. Игроки в белых майках играют раскованно, ничего им особо не препятствует. Счет на табло их только радует и подбадривает. Ну и как мы видим, не сбавляют они темпу, по-прежнему продолжают атаковать соперника. Здесь что у нас? Дальний бросок. Валишин отражает. Ильевский. О, какая скидка. И бросок тут же последовал. Много работы пришлось на Вильданова. Честно припомнить, какой счет был у нас там на начало первого периода, в том моменте, когда поменяли Илью Варича. Я так предполагаю, что примерно по 4 как раз таки сейчас на брата разделили эти шайбы Илья Варич и Вадим Вильданов. Это голкипера Баш-РТС. Перерыв. Так, возвращаемся в игру. Третий период встречи команд Федеральной службы исполнения и управления Федеральной службы исполнения и наказания и башкирских распределительных тепловых сетей. Счет 8-0, собственно, счет по игре, да, но хотелось бы все-таки увидеть как минимум ту самую. Ну, не наиграли, давайте будем честны. На 0 Баш-РТС не наиграл. Очень много создают они моментов, предпринимаются попытки, и
вот по ихней игре ни одной заброшенной шайбы, конечно, так не скажешь, да. УФСИН, да, ребята безупречно, ребята на опыте, чувствуют друг друга хорошо, создают моменты, реализовывают эти моменты, что самое важное. Ну вот, а пока у РТС что-то как-то сегодня с реализацией, реализация хромает, что можно сказать так. Не знаю, не могу пока это объяснить. Технически ребята тоже вроде как хорошо подкованы, да, но вот как-то звезды сегодня, к сожалению, не на их стороне, сказали бы астрологи, наверное, так. Впереди нас ждет третий период, в котором, если так рассуждать, то по 4 шайбы забрасывают УФСИН, и вообще в целом 4 шайбы за период мы с вами наблюдаем. Ну и давайте прогнозировать, что с учетом того, что ресурсы в виде сил у игроков не вечные, они уже к третьему периоду, как правило, заканчиваются. Вот. Ну, так, наверное, я думаю, что шайбы 3-то мы увидим, если продолжится ситуация в таком темпе. Да, шайбу престижа хотелось бы понаблюдать от команды РТС, кто здесь в коллективе все-таки сможет начать забрасывать, потому что очень важно, да, когда команда играет и не получается ничего сделать, здесь иной раз бывает очень важно забросить хотя бы как минимум одну, чтобы потом пошло по протоптанной дорожке. Так, наблюдаем за раскладом событий. Вахитов, ну, здесь, да, не специально, я уверен, делал это Вахитов. Просто потерял сам равновесие, но тут же с течением обстоятельств и своего оппонента с собой потянул. Гравитация, в общем, притянула игроков ко льду. Ну, так получилось, но понесет наказание за это Вахитов, а не гравитация. Согласно регламенту, 2 минуты у нас удаление. Князев бросает. Вот как раз под углом прям броска Князева сейчас наблюдал я траекторию полета шайбы. И на самом деле у Вильданова вот именно эта часть створа ворот была не прикрыта. Но быстро он изменил свое положение, дабы, как опытный голкипер, фактически видел просто эту траекторию полета. И есть возможность и оперативный простор убежать сейчас в атаку РТС, но те самые звезды, о которых мы говорили, не дают им это сделать. УФСИН, Князев. Не торопится никуда команда белых. Дело сделано, 8 шайб забиты, но тем не менее периодически Вильданов тревожит. Да, дорогие друзья, хотелось бы сказать также, что Башкирская хоккейная лига запустила свой сайт. Вот, есть эта информация, в том числе и ВКонтактике, можете посмотреть, дорогие друзья. Я уже заглянул, очень интересно все, так нарядно, солидно, по-взрослому. Рекомендую и вам сделать это. Будете приятно удивлены, что вот в этом сезоне, значит, у нас появилась сувенирная продукция Башкирской хоккейной лиги. Я уже видел даже атрибутику на
футболках и каскетках. Да, наблюдал за атакой Лусина. Здесь, конечно, по-хорошему надо прерваться и сосредоточиться на этой атаке, но как-то до последнего почему-то я верил, что в этот момент не будет оформлено взятие ворот, но так и оказалось. И вот, дорогие друзья, очень интересный и увлекательный сайт. Все новости там выложены. Представлена информация о командах. Также можете в ближайшее время начнет работать магазинчик. Можно будет приобрести сувенирную продукцию, всякие бейсболочки, футболочки. Для ребятишек есть также сувенирная продукция, но в виде раскрасок, да, и наклеек всевозможных. Сразу скажу, сделано очень классно, качественно, в современном таком модном стиле. Сразу видно, работали дизайнеры. Подход у башкирской хоккейной лиги только такой профессиональный. То есть не стыдно порекомендовать. Заходите, смотрите, по возможности приобретайте. А 8:50 остается в третьем периоде. Это, собственно, практически середина третьего отрезка. Вильданов с шайбой за своими воротами. Мустафина обыграли, но все равно по-прежнему РТС продолжает атаковать. Ахунов где-то споткнулся там об синюю линию, потерял равновесие, но на самом деле шутки ради я это сказал, потому как Ахунова очень плотно встретили там и не дали особо-то в зоне Усина раскататься. Так, Кочетков, габаритный мужчина, прижал соперника к бортику, не дал протиснуться. Только говорил про Кочеткова, и вот смотрю, у нас также зрители присутствуют с майкой, с 10-м номером, и написано Кочетков. Так предполагаю, что персональная группа поддержки у этого хоккеиста присутствует на трибунах. Ну и также вам, уважаемые болельщики, кто смотрит трансляцию онлайн, по возможности приходите на матчи, посмотрите на них воочию. Это очень интересно, увлекательно. Трансляции у нас классные, трансляции качественные, хорошие. Ну и по мере возможности также присутствуйте на трибунах башкирской хоккейной лиги, потому что мы в арене мало, а мест на самом деле очень мало. Ну и того гляди, если организаторы будут видеть, что не хватает места на трибунах, стоят очереди, толкаются в дверях, то будут уже задумываться о расширении и, возможно, перенесут все игры лиги на большую арену. Как сегодня, допустим, играл там Уралец и БГК. Шесть с половиной до окончания третьего периода. 8-0 по-прежнему ведет Уфсин. Ответной шайбы от тепловых сетей мы пока так и не увидели, но искренне в это верим и надеемся. Вахитов. Снова Вахитов уже в своей зоне. По диагональке передача, казалось бы, вот куда отдает, да, вопрос. Также принимал участие в трансляции как детско-юношеского хоккея на днях. И на неточную передачу в зрительном зале, прям рядом с камерой, кто-то воскликнул: «Куда?» И вот мысли иной раз, когда такую передачу отдает именно такие: ну куда ты ее даешь? Для чего и зачем? «5:30 еще играть». Макурин. Нет, не сдает зайти. И Никеев нужно отбирать. Все верно. Макурин снова. Попытка номер 2.
длинная передача по диагонали. Проходит у Баш РТС. В зону зашли. Но вот как-то уже на входе в зону очень часто начинают они испытывать трудности. А сейчас, обратите внимание, зашли. Вся команда расставилась, но допускают они все-таки ошибку. Позволяют сопернику выйти 1 на 1 с своим голкипером. И браво Вильданову здесь. Тагиров, обратите внимание, как бы выдержал, да, такую паузу символичную. Все ждал, пока Вильданов как-то там он начнет корпусом, либо, возможно, упадет, да. Ну, так скажем, будет предполагать, что по низу пойдет бросок и максимально свой корпус тела, так скажем, приблизить ко льду. Здесь ждал этого момента Тагиров, долго ждал, потом бросок под перекладину планировался, но не точно, к сожалению, для болельщиков УФСИНа. Халилов. На синий опять ошибка. И вот если разбирать предыдущий момент, я обратил внимание, как отчетливо видел. Команда Баш РТС расположилась в зоне в стайле, то есть практически позиционная атака. Но вот передача на синюю линию, и там допускает ошибку защитник. Далее Тагиров уже выходит 1 на 1. И вот такие моменты дарят, конечно. Очень много таких моментов дарят распределительные тепловые сети своему сопернику, а УФСИН по факту пользуется этим, принимает эти подарки, да, можно так сказать, и реализовывает. Так, Кэп у УФСИНа 2 в 1 будет? Нет. Акунов. Вы разобрались здесь с коллегой. По цеху Халилов и Акунов вдвоем. Мустафин на подборе первый. Хотел отдать передачу, но вот видно, что, конечно, не точно как-то это было. Сорвалась на моменте шайба с клюшки у Мустафина. И, впрочем, сейчас опять аналогичная ситуация. Дальний бросок, подставление было, но после рикошета от Курбанова все-таки шайба где-то сместилась левее. Снова бросок по воротам Вильданова. Вот отражает тут уже с трудом в некоторых моментах поднимаются со льда хоккеисты. Видно, да, что уже к концовке матча, конечно, подустали некоторые товарищи. Халилов пас принять не смог. Все это сводится к тому, что капитан команды УФСИН начинает разводить из своей зоны, но тоже вдоль бортика допускает ошибку. Харитонов можно бросать, нет, блокирует его бросок, и сделать это не дают. Репш возле ворот вступает в борьбу. Рефери линейный находился рядом, не подножка, не нарушение права, поэтому все в порядке, продолжаем играть дальше. Орлов перехватывает Тагиров по диагонали направо. Здесь уже вдвоем действуют, втроем даже игроки УФСИН. Обратите внимание, защита у них остается в центре. В нападение не подключаются эти игроки. Возможно, стоит задача максимально сухаря вытащить из этого матча. Ганишев. Неприятное падение. Все в рамках правил. И здесь Орлов. Свисток. Зона у нас. Нарушение входа в зону. Не совсем я понял сразу, почему раздался свисток. И удаление. Да, касание было шайбы клюшкой кого-то из УФСИНа, и на этом фоне удаляется у нас игрок команды УФСИН. Ну что ж, дорогие друзья, 15 секунд до сирены. УФСИН, уверенная победа. 8-0 здесь. Ничего не смогли поделать в этом противостоянии РТС против своего соперника.
Поздравляем с победой и вообще в целом поздравляем всех зрителей с новым сезоном, с началом нового сезона, второго сезона Башкирской хоккейной лиги. Ну и УФСИН с победой, РТС не отчаиваться, сезон еще впереди, будут новые игры, будут и новые победы, я уверен. Ну а мы будем двигаться дальше, готовиться к следующей неделе, к новым играм Башкирской хоккейной лиги. Для вас прокомментировал эту встречу Андрей Зотов. Уважаемые болельщики, трансляция не отключается, а я же с вами прощаюсь. До встречи. Пока-пока. Рада быстро прошла вообще.